Böylece saygılı dostlar, Balçıklar multfilmini seyrettiler ve endi mektepke ketmege de vakit geldi. Kırımda saat 7:30 oldu ve endi anlağanınız gibi mana Lilia'nın yana oturamız. Demek stüdyamızda musafir var ve olarını sizge takdim etmege isteyimiz. Ve şimdi pek meraklı mevzu olacak. Men bilesem gençlerge ve onların ana babalarına pek faydalı olacak. Çünkü biz zemanevi vakitte gençlerinin inkişafı hakkında laf yürüteceğiz. Bu işte ve bu mevzunu da terin anlamağa bizim musafirlerimiz yardım edecek. Stüdyamızda Креативный клуб подростков клубының тесісчілері Алена Вакина и Андрей Очкасов. Селям алейкум, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Доброе утро. Настроение отличное, солнечное. Алейкум ассалам. Очень приятно было с вами познакомиться и приятно быть с вашими гостями. Хотелось бы поближе познакомиться с проектом, с этим клубом, с которым вы, так сказать, к нам сегодня пришли. Клуб креативного развития подростков. Что это такое и как возникла идея создания такого клуба? По образованию я юрист, по жизни я спортсмен и больше 10 лет занимался боксом, кандидат мастера спорта по боксу, 5 лет занимался большим теннисом, хоккеем. И каждое утро делаю зарядки, пробежки, тренировки. И в какой-то период времени ко мне начали обращаться взрослые люди для того, чтобы ставить, достигать цели. Им не хватало самодисциплины, мотивации. И я начал проводить проект «Заряд» в прошлом году, мотивационный для взрослых. И в какой-то момент времени они спрашивают: слушай, а если мы в молодости, в детстве бы этим занимались, как бы мы дальше продвинулись? И вот с осени созвездия все сошлись, несколько человек, такая группа идейная, и появился спонсор, меценат, благодаря которому мы также в том числе реализовали наш проект. Ну, это клуб для подростков. Расскажите подробнее, как можно попасть в клуб и какие есть критерии отбора? И вообще, какова основная задача этого клуба? Первый шаг, я начал ходить в школы. Это международная школа на Баррикадной, это гимназии, академии с углубленным изучением языков, творческие кружки, и где проводил презентацию этого. И талантливые дети, которые 6 дней в неделю вкладывают в себя, они иногда в свой выходной день, в воскресенье, не успевают отдыхать. Физически, психологически, эмоционально. Они что, спят попозже, смотрят компьютер, играют и иногда гуляют на улице. И поэтому для того, чтобы вот в этот день, несколько часов, сделать яркий отдых, насытить их развитием, эмоциональным наполнением, был создан этот клуб. Нужно дополнить по критериям, потому что это очень важно. Клуб задумывался для детей успешных, для детей, у которых есть уже какие-то достижения, и это очень важно. Андрей проводил собеседования, и в клуб попадают дети, у которых есть победы в олимпиадах, в конкурсах, какие-то авторские проекты. Ну, то есть вот это такая закрытая тусовка в которую так детей. просто не попадешь. Совершенно верно. И почему я сейчас вот обращаю на это внимание, потому что прямо сейчас есть возможность, там, пару мест, по-моему, да? Расскажи. 3 места есть у нас. У нас, значит, в клубе есть самый молодой майнер России, который 12 лет создал свою майнинг-ферму. Есть победители олимпиад, всероссийские по физике, по математике. Есть чемпионы по тэквондо. То есть они творческие люди. И сейчас некоторые участники нашего клуба, они экзамены сдают. И поэтому есть 3 места, и у нас 2 этапа отбора. Первый – это регистрация через онлайн-заявку. Они заполняют заявку, 13 вопросов. На ВКонтакте есть группа «Симферопольский клуб», Симф Клаб. И второй момент, есть личное собеседование. В течение часа приходит родитель, также слушает, как мы собеседуем, и потом проводится анализ, и мы приглашаем в клуб. В общем, есть возможность уже в это воскресенье, дорогие дети, дорогие родители, попасть на очередную клубную встречу. И там, я не знаю, что, поездка на квадроциклах. Ну, в общем, там такой яркий драйвовый отдых будет. Присоединяйтесь. Основная цель клуба – это все-таки помочь вот таким активным, креативным ребятам найти себя и все-таки провести время с пользой, правильно? Да, и между ними еще взаимодействие.
Они знакомятся, делятся, и еще кроме того, что у них есть свои таланты, они увеличиваются в развитии. Мгм. И плюс это такая своего рода разрядка после учебной программы, после школы, место, где они могут отдохнуть. Я думаю, сейчас среди наших зрителей интерес к этому клубу возрос. Скажите подробнее, чем занимаются ребята? И в каком формате проходят эти встречи? Одно из направлений – это очень яркий отдых. Для того, чтобы им каждая встреча запомнилась на всю жизнь. Это эмоционально развивающее. Второе – это личностный рост. Некоторые дети говорят, нам необходимо отработать ответственность, целеустремленность. Некоторые еще не определились в жизни, в каком направлении идти, где работать, где учиться, какое творчество. И поэтому все события, которые происходят в клубе, это они сценаристы, авторы жизни. То есть они сами создают, придумывают эти события. И любое событие, которое у нас было мероприятие, это их инициатива. Они говорят, мы хотим поехать пострелять в пейнтбол. Разговаривают со всеми, чтобы было это всем интересно, и все мы едем. Потом говорят, мы хотим поехать на фабрику мороженого в село Доброе, Симферопольский район. Все в согласии, все в предчувствии, и мы туда едем. И поэтому любое событие, оно реализуемое. Здорово. То есть это такой клуб самоорганизации, где дети инициативу проявляют, а Андрей уже помогает воплотить задуманное в жизнь, как я понимаю. Да, один раз еще было такое, что дети говорят, после всех насыщенных мероприятий, они говорят, мы хотим одну встречу провести самостоятельно. То есть дайте нам ключ от помещения, от клуба, и мы 4 часа. Соответственно, вопрос, ребята, чем будете заниматься? Мы будем играть, мы будем интерактивные игры, мы будем смотреть фильм, его обсуждать. То есть у них есть свой план уже. И, соответственно, конечно, у нас есть девиз «Можно все, если знаешь зачем», поэтому они получили ключи, и 4 часа были сами в клубе. Конечно же, это умение и получить навык общения именно в обществе, быть частичкой общества. Мы видим, что вы принесли сегодня проект этого клуба и вот такие яркие фотографии. Хотелось бы поближе познакомиться. С ноября месяца творческий поиск был, и мы создали вот такой проект. Этот проект был в электронном виде на бумаге помещения, и сейчас это 100% наше помещение. И еще, кроме этого, у нас есть фотографии. Это фотографии как раз-таки, чтобы наши телезрители увидели, как проходят эти встречи. Давайте посмотрим. Ага, так, это, я так понимаю, как раз-таки с встречи на фабрике мороженого. Да, и вот слева и справа это коровы, которые ребята доили для того, чтобы, из молока же делают. У них была Здорово. возможность самостоятельно подоить корову. Да, да. Так, это в клубе. Это в клубе, да. У нас сейчас есть проект «Мотор начали», и это детки за месяц создают свой музыкальный клип. Так, продолжаем. Это Алена Вакина, тьютер, проводит с детьми общение и обучает их определенным навыкам лидерства. Так, это тоже в клубе. Это мы в кафе сидим. Значит, у нас встреча 4 часа, поэтому мы 1,5 часа провели в батутном центре на Севастопольской. Потом покушали в кафе и потом пошли в кинотеатр, посмотрели фильм и его обсудили. Это на батутах. Это на батутах. Продолжаем. Все. Очень интересно. То есть, действительно, ваши встречи всегда проходят так ярко, эмоционально, весело, экстремально. У нас еще есть такая возможность, люди выбирают сами роли. И на каждую встречу кто-то из подростков говорит, я буду журналистом. Что такое журналист? Это он фиксирует яркие моменты, допустим, на фотографиях, и потом их описывает. И мы выкладываем ВКонтакте через группы информацию о проведенных мероприятиях. То есть сами люди привержены этому событию. И можете почитать любую статью, она наполнена эмоциями, чувствами, радостью детских встреч. Алена, расскажите, как на данном этапе развития вот у подростков, насколько важна помощь тьютера? Очень хороший вопрос. Вообще, не только подростки, но и взрослые, наверное,
думают, что помощь специалиста не нужна. Ну, потому что я живу, что-то происходит в моей жизни. Зачем? Со мной все нормально, да, но это так же, как психолог, да, мне психолог не нужен, у меня все хорошо. А тьютор – это специалист, который помогает самоопределиться и построить свою жизнь, настроить свою жизнь на достижение определенных целей. Соответственно, тьютор нужен тогда и тому, кто хотел бы достичь чего-то большего в своей жизни, но не знает, как и с чего начать. То есть тьютор – это такой человек-навигатор, который помогает построить карту жизни. И можно ли сказать, что как раз-таки в клубе тоже ребятам уже вот преподносит такая помощь, да, найти себя? То есть, придя в клуб, он уже решает и понимает, кем он хочет стать в будущем. Знаете, чтобы решить, кем я хочу стать в будущем, нужно получить различный опыт, потому что решение, так же, как и выбор профессии, происходит через действие. То есть я сделал что-то, со мной что-то произошло, я проанализировал, отрефлексировал и понял, это мне нравится, это мне не нравится. Как такового тьютора в клубном пространстве на данный момент нет, но вот опять-таки Андрей все это создал, а теперь мы понимаем, что это пространство настолько заряжено энергией, настолько интересные люди приходят туда, что хочется теперь это развивать, и вот у нас есть несколько направлений, которые вот киношкола, Андрей сказал, мы уже запустили, и в рамках киношколы дети сейчас снимают музыкальный клип. Да, также в группе будет потом выложен результат. То есть получить опыт актерского мастерства базового, сделать какой-то кинопродукт, в котором я пока еще без всяких результатов снялся. Это тоже очень круто, очень заряжает. Но помимо киношколы еще планируется у нас бизнес-школа. Кстати, Андрей там будет активным соведущим, да, где будут встречи с предпринимателями, где будут основы финансовой грамотности, где будет настольная игра. Андрей, сколько ты ее уже лет проводишь? 10 лет провожу игру кэшфлоу. Если в эту игру, кстати, играть регулярно, меняется мышление и отношение к деньгам, и человек, неважно, человеку 12 лет или 48, начинает видеть финансовые возможности, соответственно, увеличивается благосостояние. Я лично, сама это прожила, поэтому приглашаю однозначно в бизнес-школа. Также школа лидерства, где будет тьюторское сопровождение, и где дети будут достигать целей, в том числе образовательные. В общем, сколько ребят на сегодняшний день в клубе? На сегодняшний день у нас в клубе 6 человек, именно подростков от 13 до 15 лет. И я еще раз повторяю, что есть 3 места у нас, поэтому регистрируйтесь через ВКонтакте в нашу группу. Я дополню, 6 это только в клубном. Клуб это такое закрытое элитное пространство для успешных детей Симферополя. А есть еще 15 участников киношколы, те, кто сейчас занимается съемками. А есть еще дети, которые приходят на программу по профориентации. То есть на самом деле, смотря как считать, кого считать. И летом у нас открывается еще летний лагерь, тоже на базе нашего клуба. Тоже за 5 дней дети прокачаются и в ответственности, лидерстве, и они очень ярко отдохнут, поэтому у них каникулы пройдут очень насыщенно. Я дополню, лагерь формат городского типа, то есть летом дети, которые не уехали к бабушкам в лагеря или еще чего-то, чтобы лето прошло насыщенно, ярко и познавательно, мы приглашаем с 9 утра до 6 вечера детей. Вот 5 дней будет там одна тема, опять-таки киношкола тоже будет летняя, то есть если кто-то хочет попробовать себя сняться в мини-фильме а-ля «Ералаш», да, пожалуйста, приглашаем. Отдельная смена будет как раз бизнес, где дети будут придумывать свои идеи и, может быть, заработают первые деньги. Кстати, в бизнес-школе лучшие участники получат призы денежные. Будет у нас что еще? Программа лидерства, да, это как раз-таки для детей, кто хотел бы стать более уверенным в себе, научиться знакомиться с новыми людьми или сделать свою жизнь ярче, или улучшить отношения с кем-то. Вот, то есть программа про отношения с самим собой, с другими людьми, школа жизни она называется. Вот поэтому однозначно приглашаем, очень интересно лето. А есть ли какие-то возрастные ограничения? Возрастные ограничения – школьный возраст. То есть вот если киношкола, то мы берем детей от 7 до 17 лет. У нас, кстати, так и есть, да, в этой группе. Да. Даже, по-моему, одной самой младшей участнице 6 лет, а самому старшему 17. Представляете, такой разлет, да, и вот так самим интересно посмотреть, что у нас получится. А вот если подросток по всем критериям подходит, но он, получается, не подходит под возрастную категорию от 13 до 15 лет, вот ему 12 или, скажем, 16. Есть ли у вас в будущем, в планах на будущее создать дополнительные еще группы, помимо той, которая есть сегодня? Да, конечно. И в зависимости от
человека, мы рассматриваем группы, таланты и будем создавать новые группы. Возможно, такого же формата будет с сентября месяца опять, когда дети приедут уже заряженные с родителями после каникул. Вообще планов очень много и на разные возрастные группы, и на разные запросы, потому что, опять-таки, есть дети физики, есть лирики, да, вот опять-таки киношкола для тех, кто в творчество больше хочет, а бизнес-школа или там азбука финансовой грамотности — это для тех, кто умеет и любит считать деньги, да, поэтому мы хотим предложить продукты для разных возрастов и для разных потребностей, что ли, для разных интересов. И все-таки очень интересно, что на сегодняшний день больше всего волнует подростков, какие проблемы, какие вопросы они чаще всего задают? Боже мой, потрясающий вопрос. Когда я спрашивал у детей, что самое больше всего понравилось вам в наших клубных встречах, они начали перечислять, у нас было уже 17 встреч, и у них очень много впечатлений. Один из ярких моментов – это встреча с долларовыми миллионерами. Мы пригласили на свою территорию Ивана Шевцова, это создателя магазинов электронной техники, телефонов «Парк» называется. И он создатель «Корзины», это сеть гипермаркетов. И он открыто рассказал, как он начинал. С чего начинал, с продавца, и вот потихонечку вышел на создание сети. И он также эксклюзивный представитель Apple в Крыму. И дети задавали вопросы: тяжело быть предпринимателем, а сколько времени вы уделяете семье, а кто является вашим творческим вдохновителем? У него есть дети, дочери, и которые очень, название парка, это они ему придумали. То есть много моментов он берет от детей, поэтому дети, знаете, это не только что они кем-то станут в будущем, а это в том числе, что они сейчас уже создают это будущее через своих родителей. Личности, да, прежде всего. Я дополню, как психолог, да, что еще волнует подростков, кстати, во все времена. Первое — вопрос самостоятельности, потому что чем старше ребенок становится, тем хочется больше самостоятельности, и хочется очень, чтобы взрослые мне доверяли, да, чтобы позволяли принимать свои решения. И еще, что мне очень нравится, но опять-таки в детях, которые в наше пространство приходят, то, что подростки думают про смысл. То есть вот я очень часто на своих консультациях слышу вопрос: а зачем мне учиться? Ну, то есть дети не хотят делать то, что надо, то, что сказали взрослые, учителя или родители. Дети хотят понять, а зачем мне это? И это потрясающе. Ну, то есть рядом с ними приходится тоже развиваться и искать вопросы, искать смыслы в том числе. А зачем ходить в школу? А зачем мне вот эти формулы по химии, если я собираюсь стать там, учителем литературы? И вот такие интересные вопросы регулярно звучат. Некоторые вопросы, которые мы им задавали, они говорят: мы даже не задумывались об этом. В чем смысл жизни? Для чего ты живешь? Какая твоя главная цель? И родители, которые находятся на собеседовании, они сидят и говорят: вы знаете, я за этот час узнала ребенка вообще с другой стороны. И момента, допустим, они хотят прокачать ответственность. А это один из поводов, допустим, прийти вовремя. Если они говорят: я журналист, и я к завтрашнему вечеру подготовлю уже статью для группы, и они это подготавливают. То есть быть своим словом. Да. Ну и самый главный вопрос — это, конечно, самоопределение. Начиная от вопроса, кто я и какой. Я вот, когда начинаешь работать с детьми, а вот ты какой? Ты уверенный в себе или ты сомневаешься? Не знаю, в разных ситуациях с разными людьми по-разному. Да? То есть какой я, и также самый главный вопрос, чем заниматься. Кстати, и в этом плане клубное пространство и вообще те программы, которые мы сейчас планируем реализовать, это как раз возможность пощупать, узнать как можно больше, да, вот эти разнообразные встречи, в том числе, ну, чтобы узнать, в принципе, что в жизни есть, для того, чтобы сказать: о, вот это мне интересно, вот этим хочу заняться плотненько. И все-таки подростки — это такой очень сложный возраст, это очень трудно. С какими психологическими сложностями и с проблемами могут столкнуться подростки вот в этот период развития, и как важно не упустить этот момент вот со стороны родителей? Я, с одной стороны, согласна, что это сложный возраст, но при этом это самый потрясающий возраст, потому что вся жизнь впереди. И если говорить про сложности, то, конечно, первая сложность – это доверие. Вот если говорить про отношения родителей и детей, то самое главное – это сохранить доверие в отношениях, потому что часто бывают ситуации, когда родителю сверху, с высоты родительской позиции, жизненного опыта, кажется, что вот это моему ребенку более правильно, и я, желая счастья своему ребенку, начинаю
начинаю продавливать свою картину мира, и через это теряю контакт, теряю доверие, и потом это доверие бывает очень сложно восстановить. Поэтому всем родителям желаю сохранить или создать такие отношения с ребенком, чтобы когда у него возникают какие-то сложности, первый, кому он пришел и поделился, это родители. А в подростковом возрасте часто бывает, что друзья становятся более близкими, а друзья не могут иногда посоветовать, поэтому доверие – это самое главное. Спасибо большое, что пришли сегодня. Спасибо за такую интересную беседу. И в завершении ваши пожелания нашим телезрителям. Дорогие друзья, приглашаем в наш клуб, и у нас есть все возможности для того, чтобы вы реализовали все свои таланты и потенциал. Добро пожаловать к нам. К нам. Да, я со своей стороны хочу пожелать, самое главное, это наслаждение. Учиться наслаждаться вообще каждой минутой и искать и находить возможности и смыслы вообще, опять-таки, во всем, что нас окружает. И тогда жизнь станет очень наполненной, очень насыщенной. Прямо сегодня. Спасибо большое. То, что вы делаете, это действительно очень важно. Ждем у нас в студии с новыми проектами, возможно, с вашими учениками. Хорошего дня. Да, благодарю. Благодарю. Вас также приглашаем. До свидания. Спасибо. Спасибо. Кайгылы достар, біз yayınımızны devam etemiz. Bizim növbеттегі рубрикамыз Сабалық, бераберлікте сейретеміз.